Продолжает наш эфир брифинг по эпидобстановке. Узнаем информацию о количестве заболевших COVID-19 в регионе за сутки, а также принимаемых мерах по борьбе с инфекцией. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, здравствуйте. О текущей эпидситуации. Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в Якутии остается напряженным. Зарегистрировано по данным Управления Роспотребнадзора 105 новых случаев коронавирусной инфекции. При этом в городе Якутске зарегистрировано 55 случаев. 9 зарегистрировано в Мирнинском районе, 6 в Вилюйском, по 5 случаев зарегистрировано в Алданском, Нерюнгринском, по 4 случая в Ленском, Мегино-Кангаласском, по 2 случая в Ангинском, Намском, Усть-Алданском. Приношу извинения, там зарегистрировано 3 случая, и в Нюрбинском районе зарегистрировано 2 случая. По одному случаю сегодня зафиксировано в Абыйском, Горном, Оленёкском, Татинском, Усть-Майском и Хангаласском улусах. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, сложившаяся санитарно-эпидемиологическая ситуация, особенно в районах республики, и увеличение количества случаев, зарегистрированных на территории районов, говорит об определенной тенденции, связанной с тем, что во многом не соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования. В связи с чем обращаемся к населению с необходимостью соблюдения санитарно-эпидемиологических требований как при проведении своего отдыха, при использовании форм и методов организованного отдыха как такового, так и, соответственно, при организации праздничных мероприятий, особенно семейных. Сегодня большинство случаев, которые зарегистрированы на территории Республики Саха-Якутия, они связаны с большими семейными праздниками. Безусловно, мы понимаем, что непосредственно проведение таких праздников является традицией в семье, но необходимо четко понимать, что на настоящий момент и количество тяжелых на койках в наших больницах не уменьшается, а остается прежним. Лаборатории республики продолжают проводить исследования на новую коронавирусную инфекцию. В целом сегодня проведено, в сутки проводится 3222 теста. Сам по себе норматив по России по тестированию республика выдерживает, и это позволяет нам сохранять стабильность в санитарно-эпидемиологической обстановке в республике. Говоря о вакцинации, необходимо обратить внимание, что поступило вакцины 278 387 доз вакцины. Первую вакцину получило 258 293 человека. Необходимо обратить внимание, что в целом использовано у нас на территории республики 92,7% от поступившей вакцины. Уважаемые жители города Якутска, в начале недели у нас были непосредственно сложности с вакциной, с наличием вакцины «Спутник» на территории в поликлиниках города Якутска. На настоящий момент данный дефицит ликвидирован. В поликлиниках города Якутска сегодня в доступности есть вакцина «Спутник». Все адреса вакцинации указываются на соответствующих сайтах, а также сайтах Министерства здравоохранения Республики. Граждане могут получить вакцину. В случае неполучения вакцины, соответственно, возможна и доступна до сих пор запись, и она будет являться актуальной на сайте госуслуг, куда вас пригласят для получения вакцинации. В районах республики также продолжает идти вакцинирование населения. Сегодня в Монском районе республики достигнуто 102% от плана вакцинации. Я думаю, что это говорит и о стабильности ситуации. Тем не менее, в ряде северных районов фиксируются случаи, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, и, соответственно, необходимо оперативным штабам на местах усилить работу. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, особую сложность для наших медиков представляют будущие мамочки, беременные женщины. Сложности как в лечении, так и, соответственно, в самом течении заболевания. В связи с чем медики передают к вам ко всем просьбу тем, кто желает быть будущими бабушками, дедушками и, соответственно, папами. Пройдите вакцинацию, это важно для того, чтобы сохранять непосредственно как ваше будущее, так и, соответственно, вообще думать о своем поколении. Да, действительно, сегодня для беременных и кормящих матерей не предусмотрено вакцинирование, только если оно не осуществляется по строгому предписанию врачей, в случае, если угроза заражения выше, чем иные последствия, которые могут возникнуть.
Тем не менее, мы рядом с ними находящиеся должны создать условия таким образом, чтобы непосредственно сохранить здоровье наших молодых мам и будущих детей. Конечно же, это одна из задач, которая сегодня, это прям вот такая мольба, просьба медиков республики, для того, чтобы следили за своими будущими мамами. Кроме того, впереди нас ждут выходные дни, суббота-воскресенье. Многие из вас участвуют в сплавах, ходят в иные организованные группы. Очень важно очень четко понимать, что собственная вакцинация, собственное сохранение и соблюдение норм санитарно-эпидемиологических норм является залогом вашего здоровья. Спасибо. Это был брифинг оперативного штаба по эпидобстановке, а мы идем далее. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. В республике проведут взрывные работы для предотвращения распространения лесных пожаров. Пенсионеры получат оплачиваемый проезд без предоставления дополнительных документов. В селе Барагонцы полным ходом идет строительство культурного центра. В республике проведут взрывные работы для предотвращения распространения лесных пожаров созданием минерализированных полос. Отмечается, что дополнительная партия взрывчатых веществ вступит в регион в ближайшее время. По последним данным, в Якутии за минувшие сутки ликвидировали 3 лесных пожара. Об этом в ходе брифинга рассказал первый заместитель председателя правительства республики Дмитрий Садовников. Он также отметил, что было локализовано 16 возгораний. Всего в настоящий момент действует 235 пожаров. С огнем борьбу ведут более 2000 человек, в том числе 259 единиц техники. Весомый вклад в тушение пожаров вносит авиация. Так, за минувшие сутки было выполнено 43 вылета, в ходе которых было сброшено 308 тонн воды. Сегодня по решению штаба запланирована работа всех воздушных судов, также работа самолета циклона-зондировщика, который будет работать по вызыванию искусственных дождей. Он будет работать по Усьмайскому району, по Горному и по центральным районам. Ленск в дыму, как и большая часть республики. Над дымом Ленск заполняет в основном из-за очагов возгорания в труднодоступных местах Иркутской области, а также на границах Ленского района и Иркутской области, где произвести тушение невозможно. Также задымленность при определенном направлении ветра появляется на территории Ленска из-за крупных пожаров в соседних Мирнинском, Алемкинском, Сунтарском районах. Там для тушения задействованы не только республиканские силы и средства, но и привлекают службы из других регионов, а также авиатехнику, такую как Би-200, Ми-8, Ил-76. В Ленском же районе очагов возгорания, которые требуются в тушении, 2. Один из них локализован. Это приблизительно в 50 километрах от Ленска, район поселка Коньки. Участковое Хабринское лесничество, Намское урочище. Огонь охватило 253 гектара, но сегодня уже распространение пожара предотвращено. И еще один у нас действующий пожар. Это в районе населенного пункта Северная Нюя. Он находится и горит, так сказать, на противоположной стороне от населенного пункта по левому берегу реки Нюя. Там у нас 200 гектар, на нем тоже производится тушение, люди работают, но, к сожалению, пока он в статусе действующего. На территории Ленского района также у нас с 24 июня введен режим особо пожарного периода, и он до сих пор действует. То есть, поэтому просим населения, гостей нашего района соблюдать пожарную безопасность. Из-за пожаров могут перенести осенний сезон охоты в Якутии, сообщила Минэкологии республики. На данный момент подготовлен соответствующий проект распоряжения главы региона. В соответствии с законодательством разрешение на добычу охотничьих ресурсов выдают в установленные сроки. И в случае введения ограничений охота не будет осуществляться до снятия режима чрезвычайной ситуации. Отмечается, что пожарами охвачено 0,66% всей территории охотничьих угодий республики. После окончания пожароопасного сезона министерство проведет анализ состояния охотничьих ресурсов в местах, охваченных пожаром.
Но жара не отпускает Якутию. В августе температура почти по всей территории республики ожидается выше нормы на 1,3 градуса. Также после дождей, которые придут в регион в ближайшие дни, вновь установится жаркая погода. В частности, в центральных и северных районах, сообщает Управление гидрометеослужбы. Пенсионеры, проживающие на Крайнем Севере, получат оплачиваемый проезд без предоставления дополнительных документов. Соответствующее постановление подписали в правительстве России. Предоставлять справку, подтверждающую пребывание пенсионеров в санатории, профилактории у родственников или друзей, теперь не нужно. Решить проблему пожилых жителей Якутии удалось депутату Госдумы Галине Данчиковой. Она обращалась с этим вопросом в разные ведомства. Теперь неработающие пенсионеры могут обращаться в пенсионный фонд или социальные службы за талонами на проезд. Требовать разные бумаги специалисты этих организаций не должны. Есть право по закону, что человек имеет право 1 раз в 2 года, имеется в виду пенсионер наш, поехать на отдых, значит, это право нужно реализовать, а не просить у него дополнительные документы. Президент об этом тоже говорил. Давайте мы снимать различные препятствия и ограничения для того, чтобы социальные обязательства выполнялись. Перинатальный центр – это высшее звено этапа медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным. С момента обращения или приезда туда пациенты находятся в надежных руках профессионалов, которые бережно относятся к каждой пациентке. За годы работы технологии и все медицинские манипуляции здесь были отточены до высочайшего уровня, а коллектив получил множество наград за свой профессионализм. Сегодня акушерское отделение Якутской городской клинической больницы проводило ветеранов труда на заслуженный отдых. Сегодня мы, как обычно, наша традиция такая, Якутская республиканская клиническая больница, тут на заслуженный отдых идет проработавший более 50 лет. Мы всегда проводим торжественные обстановки, которые вот действительно отдали свое здоровье, свои силы на процветание здравоохранения нашей республики Саха-Якутия. В Тампонской модельной библиотеке сложилась давняя традиция – трудоустройство молодежи во время летних каникул. Сегодня здесь работают и осваивают новые навыки 3 будущих молодых специалистов. Подробнее об этом нам расскажет Мария Винокурова. Студент Российского технологического института Аял Прокопьев 2-е лето работает в Тампонской библиотеке. В прошлом году помогал внедрять проект «Культурная среда» национального проекта «Культура», а также осваивать сотрудникам и посетителям новые цифровые технологии. В момент, когда я приехал, библиотека только построилась. Здесь завезли новое оборудование, новые компьютеры, в том числе и 3D-принтер и 3D-сканер. Нужно было провести полную работу. Надо было построить сайт, настроить 3D-сканер, 3D-принтер, установить программное обеспечение. Я в основном этим занимался. Директор Тампонской библиотеки и председатель Хантекского совета депутатов Елена Колодезникова считает, что трудоустройство молодежи – это очень важная социальная миссия, которая открывает возможность как для молодых, так и для самой библиотеки. И в лице этих ребят мы находим единомышленников, волонтеров. И в будущем, возможно, кто-то из них выберет профессию работника библиотеки. Кстати, у нас в коллективе есть такие сотрудники, которые в свое время летом у нас работали и в дальнейшем уже выбрали профессию библиотекаря. Десятиклассница Хантекской средней школы Евгения Слепушкина и студентка ЗВФУ Айлана Сидорова трудятся в Тампонской библиотеке с июня, но очень довольны комфортными условиями работы. Сейчас я делаю больше упор на работу с молодежью, подготавливаю какие-то мероприятия, привлекаю аудиторию и делаю так, чтобы было интересно сюда ходить, потому что я не хочу, чтобы библиотека воспринималась как такое шаблонное место, скучное, много пыльных книг. И я хочу вдохнуть, так скажем, новую жизнь, новое дыхание. Ребята осваивают здесь новую социальную роль сотрудников, учатся работать в коллективе с пользователями, внедрять новые проекты. Коллектив библиотеки, в свою очередь, получает от молодежи креативные идеи, изучает их интересы и с учетом пожеланий внедряет новые формы работы. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандыга, Тампонский район.
В центре Усть-Алданского улуса в селе Барагонцы полным ходом идет строительство культурного центра имени Василия Никифора Колумнур. Трехэтажное каменное здание с общей площадью 3500 квадратных метров строится на месте старого дома культуры. Сейчас на участке работает более 50 человек. Они закончили работу по устройству кровли и начали утепление фасада объекта. Установили 98 окон, а внутри проводят отделочные работы. На днях начнут установку инженерных сетей и вентиляций. Таким образом, из плана работы выполнено 67%. По словам строителей, работа идет в ускоренном темпе. По проекту на первом этаже здания будет концертный зал на 320 мест. На втором этаже залы для проведения творческих кружков, а третий этаж будет библиотекой. На строительство благоустроенного здания культурного центра предусмотрено почти 300 миллионов рублей. Финансирование идет из фонда будущих поколений. На первом, на втором этаже уже финишная отделка почти закончена, дальше начинается. А так мы вот по кровле уже заканчиваем и начали утепление и облицовку фасада. То есть уже на 30% уже готово. А так вот в конце месяца уже начнем благоустройство нашей территории. Будет круговое движение с бетонированием и вот посередине будет площадка с тротуарной плиткой, с фонтанами и озеленением. По плану идет на лето следующего года, но вот мы хотим ускориться и уже в этом декабре уже сдать.